Автор-исполнитель Владимир Май. Разрешите представиться. Старшина войсковой разведки Владимир Май. Песни свои. Я представляю здесь фонд содействия спецназа и ВДВ имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Спасибо. Я от творческой группы, и вчера я с Александром Васильевичем, сыном его, Героем России, приехал из Карелии, где встречался с имамами, ингушами, чеченцами, и они знали, что я приду сюда, так что низкий вам поклон от них. Я человек 80-х, сын Советского Союза, афганская война. И на ваш суд я хочу спеть вам 3 песни, которые были в жизни, это реальные события. Мы афганом мечены, мы со смертью венчаны, и горели заживо, выполнив приказ. Пули дуры сватали, слез своих не прятали, когда кто-то из друзей покидал всех нас. Давай закурим, товарищ майор, прости, закончились все сигареты. Ты угощаешь другой разговор. И зажигалку оставил я где-то. Ты не сердись, да ты вроде не злой, вот только взгляд твой какой-то далекий. Видать, прошел ты путь очень большой, и шрам остался на сердце глубокий. Смотри, майор, упала с неба звезда, и вот погасла. Такое бывает, и у людей так ведь тоже всегда. Чем ярче жизнь, тем быстрее угасает. Ответь, майор, мне, ты был на войне. Ну что молчишь, значит только оттуда. Видать, не сладко там было тебе. Видать, и правду сдержала ее худо. Задел я душу твою, ты прости. Ведь я был тоже 2 года в Афгане. Ты на меня так, майор, не смотри. Я с той поры каждый день на стакане. Смотри, майор, упала с неба звезда, и вот погасла. Такое бывает, и у людей так ведь тоже всегда. Чем ярче жизнь, тем быстрее угасает. За что, майор, ты воюешь теперь? Тогда все было предельно и ясно. А здесь не поймешь, кто охотник, кто зверь. Ах, как все глупо, обидно, ужасно. Давай-ка выпьем мы водки с тобой. Зачем сухую вдвоем балагурим? За всех помеченных стервой войной. Давай, майор, выпьем, после закурим. И вновь, майор, упала с неба звезда, и вон погасла. Такое бывает, и у людей так ведь тоже всегда. Чем ярче жизнь, тем быстрее угасает, и у людей так ведь тоже всегда. Чем ярче жизнь, тем быстрее угасает. 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 Хочу спеть песню, которая стала уже основой моей жизни. Это памяти моего друга, снайпера номер 1 в России,
10 лет отдавшему жизнь в подразделении «Альфа» Василий Николаевич Денисов. Наши деды воевали на Первом Белорусском фронте. Они друг друга знали. И через очень много лет я встретился с Василием Николаевичем Денисовым. Это была встреча незабываемая. Песня «Снайпер». Скоро начнется. Вышел на точку. Это еще не предел. Все рассчитать нужно правильно, точно. Главное — верный прицел. Я третий час уже лежу, в крутую оптику гляжу, но моя жертва появиться не спешит. И я так этому не рад, но мне ведь важен результат. Сомнения прочь, кто будет жить, пусть Бог решит. Мой враг достаточно хитер и осторожен, словно вор. Уверен, новый-то ему не занимать. Но я ведь тоже не простак и знаю, где, чего и как. Меня учили мастера, как убивать. Я душ немало загубил, а после Господа молил, чтоб отпустил Он мне грехи и что простил. И память многое хранит, и мою душу бередит. Я помню каждого, которого убил. Они приходят по ночам, и мне так хочется кричать, и что-то говорят, но слов не разобрать. У них совсем недобрый взгляд, адским пламенем объят, и как назло на помощь некого позвать. Их руки тянутся ко мне, а я горю, я весь в огне, и все проносится в горячечном бреду. Как с этим грузом дальше жить? Как волку хочется мне быть, и, может быть, когда-нибудь с ума сойду. Ну хватит думать и блом, чего раскис, а вот и он. Вдруг появился тот, которого я ждал. Я делал это много раз, и все закончится сейчас. И плавно я на спусковой крючок нажал. Я в лоб садил ему свинец. У каждой жизни свой конец, и душу новую к себе призвал Аллах. Но я знаю наперед, убитый мной ко мне придет и будет часто посещать в бредовых снах. Но я знаю наперед, убитый мной ко мне придет и будет часто посещать в бредовых снах. Я третий час уже лежу, в крутую оптику гляжу. Я третий час уже лежу, в крутую оптику гляжу. Я третий... Спасибо. Еще одна песня. 1 марта исполнилась годовщина, когда десантники Черниговской дивизии в Пскове приняли на себя удар боевиков, и почти все полегли в Аргунском ущелье. Поэтому памяти 6-й роты, штурмовой десант. Опять тревога снова началась. Игра большая. Земля как в лихорадке затряслась. Она живая. А ты берет свой голубой надел. Рука дрожала.
Ты отдышаться вовсе не успел, как все сначала, опять сначала. Огонь и смерть без пуль над головой. Ты робей, ты гвардии сержант. Смотрите все, кто павший, кто живой. Идет в атаку штурмовой десант. Смотрите все, кто павший, кто живой. Идет в атаку штурмовой десант. Крылатая пехота в бой идет. Держитесь, духи, молитесь, ходы. Аллах сегодня вряд ли вас спасет. Так вам и надо, так вам и надо. И вот блеснул штык, нож, затем кулак. Броня горела, душа горела. Десанту был дарован свыше знак. И вновь задела, опять задела. Огонь, смерть, свист пуль над головой. Ты не робей, ты гвардии сержант. Смотрите все, кто павший, кто живой. Идет в атаку штурмовой десант. Смотрите все, кто павший, кто живой. Идет в атаку штурмовой десант. На горных перевалах, кишлагах по нам стреляли. Ругаясь матом, подавив свой страх, мы отвечали. Закончен бой, не сдали высоту, не отступили. А после за погибших, как в бреду, спиртное пили. И вновь получен боевой приказ. Повеселее, гвардии сержант. Ну вешайтесь все те, кто против нас. Идет в атаку штурмовой десант. Ну вешайтесь все те, кто против нас. Идет в атаку штурмовой десант. Спасибо. Сейчас слово предоставляю.